Я специально буду говорить по-русски, потому что тут сидят внуки, дети, которые должны все понимать. Остановлюсь на двух моментах. В 1978 году семья Дабышевых, Аксинья Дмитриевна, Михаил Прокопьевич организовали 3 свадьбы. Это было 45 лет тому назад. То есть это мы, я вышла замуж за старшего сына Дмитрия, Светлана вышла замуж за Юрия Петровича, и сын Петр женился на красавице Марии еще. И надо сказать, что все, так сказать, мы все, кто пришли в эту семью Габышевых, мы тоже все из многодетных семей. У нас очень большая родня. И вот благодаря вот той заботе и той мудрости, надо сказать, что род Габышевых, он пополнился. И можно сказать, охватил всю республику. И надо сказать, что Михаил Прокопьевич, он очень Прасковья сказала о том, что как он заботился о своих родных, близких, но и всех родственников. И поэтому, конечно, он очень много сделал для того, чтобы воплотить в жизнь, так сказать, свою идею, для того, чтобы сделать летопись родословной Габышевых. И он оставил эту память. Он делал очень большую тему, которая воплощает, можно сказать, 5 поколений. И поэтому, вот, ребята, вы должны это продолжить, потому что это касалось только тех родственников, которые касались не детей, не внуков, а теперь они пополнились уже детьми и внуками. И надо сказать, что и мы со своей стороны, те, которые пришли со стороны, тоже должны это пополнить. Сегодня, к сожалению, вот с моей стороны родственников здесь мало, потому что они в основном живут в других местах. Но сегодня здесь у меня племянница Чара Маратовна и вместе со своим супругом Николаем Парвиевичем. Вот вы, наверное, его хорошо знаете, Николай Андреевич. Вот. Так что вот и Николай сегодня вот это все снимает, и, конечно, он блогер известный, и, конечно, он это все распространит. И поэтому вот у меня вот первая просьба к нашим детям, чтобы они пополнили вот эту вот летопись, которую сделал дедушка Михаил Прокопьевич. Второе. Конечно, я много лет работала рука об руку с Михаилом Прокопьевичем. С 1978 года я в 1978 году стала секретарем Якутского обкома комсомола. Ну и затем, конечно, работала в профсоюзах, партийных, советских органах. И надо сказать, что мы всегда, так сказать, работали рука об руку. И вот как-то однажды мы в один год сидели, разговаривали, и оказалось, что в этот год мы находились в 22 комиссиях, оргкомитетах, которые организовывали все мероприятия в нашей республике. Ну вот, как уже говорили, он курировал отрасли культуры, здравоохранения, спорта, правоохранительные органы и так далее. И можно сказать, что во всех этих делах Михаил Прокопьевич был всегда руководителем. И вот меня всегда поражало, насколько он был грамотный и насколько он мог четко ставить задачи. Он никогда не говорил так это попусту. Он всегда делал главный акцент. Он знал предмет разговора и ставил хорошие, конкретные задачи. И это все воплощалось в жизнь. И вот после этого он спрашивал. Обязательно он проводил итоги. И в итоге каждый, кто был и кто за что был ответственен, он всегда отчитывался. И он всегда подводил очень конкретно, четко и ясно. И была вот у него такая вот
хорошая логика мышления. Но это все, конечно, благодаря тому, что он сам был грамотный, что он был историк, он человек с опытом, который прошел всю стадию, можно сказать, карьерного роста. И самое главное, он знал людей и любил. И вот он это и получал нам всем, кто его окружал, особенно детям и внукам. И мне всегда вот грустно, когда мы он, ну вот с Аксиньей Дмитриевной, с мамой, они имели нас объединить. Все праздники мы всегда собирались. Все собирались в семье Габушевых, и все, так сказать, дети, и учились. И даже учили говорить. Вот сегодня здесь есть внук, сын Клавы Игорь. И самый он был у нас оратор. Он очень научился говорить. И вот это вот такое воспитание было. Вот, ребята, доложите, какие успехи у вас в этом году? Чего вы добились? Вот что вы мечтаете? Что вы, какие задачи ставите на будущий год? Это всегда в конце года. В конце года, и, естественно, каждый старался как можно лучше учиться и что-то делать хорошее. Вот они показывали пример своим трудолюбием. Для нас, для каждой семьи он оставил собой память. Вот для семьи, вот, например, он смастерил этот сундук. Знаете, вот сундук он сам смастерил, и для того, чтобы мы хранили там наши, так сказать, вещи. Вот. И этот сундук у нас у всех хранится. Вот. Он привлекал ребят для того, чтобы умели мастерить. На даче всегда у него что-то было. И каждый вот ходили куда-то, кто-то рубаны подержит, кто-то там пилу подержит и так далее. И то, что у него на даче, это все он делал своими руками. И вот это вот воспитание должно передаться и нашим детям, нашим внукам. И мы, наши семьи, мы каждое воспитание. Он очень тепло относился к своим друзьям. У них было такое сообщество, колхозники, колхоздавторы. И вот они всегда собирались на все праздники. И надо сказать, что и благодаря вот этому обществу мы породнились и с теми, кто входил в это общество. И вот Юлия Николаевна вот тоже, вот она попозже, так сказать, вошла в это общество. Но, к сожалению, вот многих из них уже нет. Сегодня день рождения у Евгения Петровича Заморщикова. Ему сегодня исполняется 90 лет. Но он тоже член этого колхоза. И было удивительно, когда они собирались и разговаривали на все темы, начиная от того, что вот, международная политика, обстановка в республике, и как воспитывают детей и так далее. Они все знали и интересовались. Вот это вот очень всегда нас импонирует, и всегда мы об этом помним. Я благодарна всем, кто сегодня пришел, поделился воспоминаниями. Конечно, мы это все передадим. И, конечно, у нас уже все запечатлено. И, конечно, это вот у нас будет нашей, так сказать, памяти и будет нашим достоянием. Спасибо вам. Всего вам доброго.